В Хакасском краеведческом музее открылась тактильная выставка. На ней представлены копии предметов старины, которым тысячи лет. Экспозиция рассчитана на незрячих посетителей, но будет интересна и обычным ценителям древней культуры. На открытии побывал Виктор Буров. Эти музейные экспонаты можно увидеть только в Хакасии. Они величайшая ценность для мировой культуры, чего только стоит погребальная маска таштыкской культуры. Посмертный слепок дает представление о том, как выглядел человек, проживающий на территории современной республики 25 тысяч лет назад. Маска уже объехала ведущие музеи страны и Европы. Теперь этот и другие экспонаты доступны и для незрячих ценителей истории и археологии. Ощущения такие, добрые, хорошие. Хорошие ощущения, то, что я, как все люди, могу тоже что-то потрогать руками, представить это себе в величину, ту, которая есть на самом деле, это уже в воображении представить, и ощутить то, что мне это доступно, так же, как всем зрячим людям. Экспозиция будет интересна и посетителям, у которых со зрением все в порядке. В отличие от оригинальных предметов древности, которые трогать запрещено, эти экспонаты как раз для того, чтобы их изучать на ощупь. В Хакасском краеведческом музее давно мечтали о создании тактильной выставки, но собственных средств не хватало, вызвался помочь благотворительный фонд Алишера Усманова. Музей такой большой, есть возможность что показать, поэтому мы очень хотели расширить свою целевую аудиторию, дать возможность всем людям приходить в музей и тем или иным способом интересоваться историей и культурой Хакасии. Точные копии стел, масок, оберегов выполнили известные московские мастера супруги Михаил и Ольга Шу. Причем для этого экспонаты не пришлось вывозить из Хакасии. Макеты сделали по фотографиям. Уникальный опыт. Это должно стать нормой практически в любом музее. Я думаю, такие практики у нас можно будет встретить на всех экспозициях, потому что всегда потрогать, попробовать, пропустить через максимально свои органы чувств, которые нам доступны, человек лучше осваивает этот опыт. Сотрудники музея намерены продолжить работу по созданию тактильных копий. Еще есть что показать незрячим посетителям. К примеру, национальные музыкальные инструменты или древнейшие украшения, которые носили сакральный смысл и могут много рассказать о жизни наших предков. Виктор Буров, Дмитрий Симонов, Вести, Хакасия.